Ну и снова здравствуйте. Сегодня у нас уже на календаре 1 июня. Наступило календарное лето. Но на самом деле у нас в республике Коми летом пока и не пахнет. Вы посмотрите, я одет по-зимнему. Бывало зимой я одевался полегче. Это куртка спасалка 1, горка 2, флисовая куртка 3, свитер 4, второй свитер 5, футболка, манежка или как там ошейник мой, чтобы шея не мерзла. Короче, одет я по полной. Экипировка, теплые сапоги, штаны теплые. В общем, на улице холодно. Дует северяк. Арктический циклон нагоняет холод. Картошку пока еще не посадили. Все, ждем морозов. Завтра в райцентр по делам надо съездить. Послезавтра, скорее всего, начнем сажать картошку. Что у нас по воде? По воде у нас, как мы видим, с вчерашнего вечера вода упала, и упала неплохо. Вот я остановил лодку здесь на берегу, чуток подтянул, теперь она вся на суше. Лягушкам нашим пришел конец. Я уже говорил, вон они высыхают, замерзают. Короче, не повезло лягушкам. Они немного не рассчитали, выложив икру. Надо было кидать икру подальше. Поехали, друзья, поехали. Не будем терять времени. Ждал, пока стихнет ветер. Целый день дул северяк. Волна была просто метровая. Сейчас немного ветер стих. Здесь, вот как видим, небольшая рябь. Но на Печоре, вот как мы выходим, волна еще есть. И волна не маленькая, так сказать. Но уже не такая большая, как была днем. Поехали. Еще волна. Но уже не такая, как была днем. Вот и наша зеленая бутылочка. Встаем ближе к середине от бутылки, потому что сегодня надо будет кидать продольники опять же на середину. Короче, вода падает, бутылки переставляем на середину. Вода прибывает, бутылки переставляем к берегу. И так постоянно. Так, ну что, все готово. Посмотрим, что нам сегодня попадет. Посмотрим. Сачок готов. Всегда готов. Так, на подъеме воды рыба поклевала очень даже хорошо. Сегодня взял запасные продольники. Надо будет поменять предпоследний. Так, ну что, вот он здесь уже на первом крючке.
Раз. И там еще кто-то есть. Один ездок уже есть. Сошел. И еще там что-то тянет. Ага, тоже язь. Сейчас посмотрим, получится нам его. Не получится. Опа, а еще там один, третий. Что, попробуем? Или не стоит? Так, этот уже у нас сошел в сачке. Третий. Все трое в ведре. Все получилось. Зацепились эти хорошо. Ну, вот этот хорошо. Те сошли в сачке прямо. Так что хорошее, друзья, начало. 3 язяна, 1 продольник. Довольно неплохо. Продолжаем. Так, что под мотором? Нет. Пусто, что ли? Не, что-то есть. Остался один язёк на последнем крючке. Язёчек. И раз. Ну вот, как мы видим, опять же, лучше всех сработал последний крючок. Если бы там болталась еловая ветка, этого язя бы здесь не было. Так, натяжка небольшая есть. Что-то там идет. Что-то кто-то. Хариш, что ли? Опа. Один ушел. Второй небольшой что-то есть. Вот это, наверное, точно хариус. Но это хариус. Тот, походу, был язь, потому что сошел. А это вот такой хариус. Ушел, значит, не мой. Так. Так. Вот он, рядом с лодкой. Да тихо ты будь. Буйный какой, а. Полный сил и энергии. Не устал, что ли, еще? Вот целый день-то. Один. Засыпало. Так, выравнивайся, давай, лодка. Не надо нам под мотор продольник. Вот так. Ух ты. А что это в стороне-то у меня? Леску тоже, что ли, засыпало? Так, ну что, осталось, что нет? Натяжка есть. Что-то есть. Тянем, потянем. Вытянуть язёк.
Язёчек. Раз. Там еще один идет. Язь. Тихо, 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 тихо. Ну, да и пофиг. Делай, что хочешь. Я сначала этого. Если мой, то не уйдет. Что еще здесь? Еще здесь, значит мой. Ага, там третий. А этот какой хороший. Ах ты, блин, укололся. Вот он. Вот он, друзья, какой хороший язь. Два. И что там? Еще здесь друг сердечный. Все трое. Все трое в лодке. Этот сорвался с очки. Если два язя так себе, то этот вон красавчик. Он шире ведра. Ну вот. И ладненько. Йенскаден. Видишь, там вот не сказал Йенскаден. Пошло похуже. Надо всегда говорить. Не забывать. Так, так, так. Ничего себе, кто-то дернул. Такое ощущение, что вообще рядом. Я туда, он оттуда. Вон он. Вот он, вот он, вот он. Вот он, язёчек. Раз. И там вроде еще что-то есть. Один есть. Устал бедолага. Сутки болтается уже. Раз. Так, так. Так, так, идет, 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 идет. Хороший. Хороший язь. Очень хороший. Те вчера по 5 были очень большие, но по 5. Вот такой вот. Вот такой вот язина. Вот два кабанчика. Отлично. Так, так, так. Ага, все понятно. Дальше как обычно. Что-то опять нависли тучи. Дождичек что ли собирается? Ветер что-то опять начал усиливаться. Только-только начал затихать. И опять пошел. Так, что-то есть. И зацеп. Вижу язя. Надо хотя бы в сачок его черпануть, что ли. Так. Все, отцепились. Один ездок сегодня у нас есть. Один ездок. И все. Там был зацеп. Скорее всего, тоже был язь. И куда-то заточил кусты или как. Часто потихонечку растет.
Часто встречается, друзья, такой вопрос в каждом ролике. Я пока еще, конечно, не успел на них ответить, но сейчас прямо скажу, что ты делаешь с язем в таком количестве. Отвечаю, я язя ем. Не только я, а вся моя большая семья. Мы все едим язя в разных блюдах. Повторюсь, это язь. Ребра язя жареные, это котлеты с язя, с филе язя. Язя почистить, потроха, голову, все это идет собаке. Варится собаке каша, добавляется уха с голов, с потрошков, с пузырей. Получается очень даже наваристо. Собака ест только так. Язя мы еще солим. Засаливаем ведра и в ледник, чтобы в будущем, через 2-3 недельки, допустим, пусть она просолится, мы потом начнем дальнейшую обработку. Это вялить, коптить и так далее. С язя мы делаем консервы. Сразу вам скажу, вот такое вот ведро консервы, ведро язя, если его почистить тудым-сюдым, это будет только на одну закладку консервов. На одну закладку консервов надо чистого мяса язиного, без голов, без хвостов, без потрошков, 9 килограммов, чтобы было 15 банок. Ну вот, считайте сами. Одна проверка, 15 банок. Консервы не портятся. Консервы мы едим в течение года. Сделаем с этих консервов салат мимоза. Берем эти консервы с собой на рыбалке, на охоты. Это в несколько раз вкуснее, чем покупные магазинские консервы. Вкусно, питательно, сытно. И хранится не год и не два, а очень долго хранится. Вы не думайте, что я за один день должен съесть это ведро. Весна, это время заготовки. Сейчас мы заготавливаем язя на круглый год, можно сказать. Так что ем я его не один. У меня семья большая. Что-то отдал теще, там 3 человека. Что-то брату, что-то супруга сестре отдала. Там туда одному, второму угостили. Друзьям бывает угощаю. 100% я его на помойку не выкидываю. И просто бы так. Мне вот нафиг тоже не надо было сидеть вот этими холодными ночами и ловить, если бы я его не ел. Я его ем. Рыбалка мне такая нравится. Надеюсь, я вам ответил на ваш вопрос, куда я деваю язя. Мы ловим его, чтобы кушать. Это не спортивная рыбалка, что поймал, отпустил там туда-сюда. Мы ловим его для пропитания. Но в то же время получаем удовольствие от такой рыбалки. Как-то вот так. Проверяем дальше. На улице осенний холод. Какой осенний? Зимний холод. Мне кажется, зимой было теплее. Градусов 15-20 зимой теплее, чем сейчас. Вот эта нулевая температура. Так, что-то дергает. Ладно, поднимем сначала.
потом поправим здесь что-то рядом. Вот он. Опа, 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 опа. Так, и там еще что-то есть. Хороший язь. Отличный язень, когда. Так. Смотрим дальше, что там. Тоже походу язь. И еще что-то небольшое за этим язем. Раз. А там ёршик. Ну вот, потихонечку ведро наполняется. Так. Язёк идет. Идет мой язёчек. А мой или не мой? Сейчас мы это проверим. Раз. Мой. Ну и все. Один язёк. Сегодня что-то у нас поменьше. Язи-то были по-любому. Посрывались, видать, посходили. Надо проверять чаще. Завтра, если успею, если будет погода, надо будет проверить с утра. Так, ну что-то есть. Что-то есть, и это что-то, скорее всего, язь, да, ага, язь. Идет язёк, качается, вздыхает на ходу. Вот сачок приближается. Сейчас я пропаду. Пойдешь, язёк, на стол. Ух ты, заглотил так заглотил, аж до желудка. Хороший аппетит был, хороший. Так, один, там еще что-то дергает. Еще язёчек. Ну, где ты? Вот он где. Все, парочка на месте. Ушел. Вот так вот еле-еле на честном слове держится. Конечно, если проверять почаще, улов будет совершенно другой, но почаще никак. Ну вот и у нас крайний продольник пошел. Посмотрим, что он нам сегодня даст. Что-то вроде бы есть. Язёк, вижу язя. Раз. И там еще один язь. Сейчас сначала этого отцепим. Этого язёчка отцепим сначала. Так. Так, и что ты? Ага. Зацепился хорошо. Так, и у нас на подходе еще один язёк. Так, где ты? На последнем крючке.
Ух ты, блин. Промахнулся. Просто промахнулся. И вместо того, чтобы я попасть в очок, я его ударил. Не сорвался, только чудом. Чудо чудное. А вот я его ударил, получается, крючок зацепился об сачок. Но мое счастье, что вот так вот он крепко зацепился за нижнюю губу. Так. И он в ведре. Закончили мы нашу проверку продольников сегодня. На улице уже начало темнеть. Собачий холод. Вода ледяная. Ветер холоднючий. Холодно. Как зимой, короче. Наш улов сегодня составляет почти пол ведра язычков. Там пару хорезочков вроде было. Нормально. Я считаю, отличный улов. Только летом за такое время, за час проверки, навряд ли поймаешь. Так что рыбалка продолжается. Завтра, если будет погода, не будет ветра, постараюсь проверить утром, потому что целый день будем в райцентре. Дела, там надо забрать стиральные машины с ремонта, которые так и не отремонтировали, отправить в Ухту на ремонт. Одно, другое, третье. В зубной кабинет в 2 часа. Представляете, подал заявку еще в марте месяце, и вот только уже июнь с этим карантином, только вот, апрель, май, июнь, 3 месяца. 3 месяца ждал номерка в зубной кабинет. Но дождался, завтра едем ремонтировать наши зубы. Ну а если успеем, то вечером, если нет, то послезавтра. В общем, увидимся на реке. До свидания, всем пока.